Доброе утро, телеканал Якутия-24, НВК Саха, Утро Якутии. Вместе с вами мы вновь в этой студии, вновь рабочая неделя начинается, закончились выходные. Это прекрасное время, чтобы совершать новые подвиги различной степени, учебные, трудовые и так далее. И Екатерина Винокурова, Павел Танин, мы вас, конечно же, приветствуем, желаем хорошего настроения. Да, мы, кстати, начинаем не только новую неделю, но и новый месяц. На календаре 3 апреля, наконец дождались, да? Перестали никому не верить 2 дня назад, и теперь уже можно начинать весну. Итак, о чем мы поговорим сегодня? В Якутске с 1 по 4 апреля проходят вторые открытые межрегиональные юношеские научные чтения имени Сергея Королева. Ждем в гости в нашей студии известного российского космонавта Олега Артемьева. С 1 апреля появились новые правила информирования клиентов-страховщиков. Как эти изменения будут защищать права застрахованных, разъяснит наша традиционная рубрика «Советы юриста». В Якутии начала свою работу программа сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. Поговорим о том, как эта программа поможет детям, страдающим аутизмом, и как им лучше социализироваться в обществе. Также в этом году исполняется 90 лет Евдокии Боковой, заслуженному учителю республики, члену Союза писателей России, известному автору, мелодисту, народному мастеру ивентской культуры. Ну а далее давайте ознакомимся с погодой, которая сегодня нас ожидает. Итак, сегодня, по данным УГМС, в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 16-27 градусов мороза. В Заречной группе от 15 до 28, в Южных 14-17, в Вилюйской группе 10-12 градусов, в Нижнеленских 8 и 13. В Западных 14-20, в Колымо-Индигирской группе от 18 до 34, в Янских 10, местами 25, на северо-западе 7 и 10 градусов мороза. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 19 градусов, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Ну а днем нам обещают преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 3,5 градусов мороза. Слушай, как на самом деле непривычно немножко, нам на дворе 3 апреля, а ночью до сих пор минус 20. На дворе. На дворе. И на улице. Ну и на И за улице окном. тоже, там везде 3 апреля. Везде 3 апреля. Ну, кроме тех часовых поясов, где до сих пор еще 2 идет, такие есть. А на улице, да, минус 20. Но, тем не менее, днем, как мы уже сказали, обещают потеплеть до минус 3-5 градусов. Так что ждем, но все равно, тем не менее, одевайтесь теплее. Да. Ну, а сегодня 3 апреля, как мы уже сказали, и сегодняшний день считается днем рождения мобильного телефона. Выход в интернет, общение в социальных сетях, обмен сообщениями, фото, аудио, видеоматериалами, использование электронной почты. Никто не мог и подумать лет 30 назад, вот, да, когда еще этого всего не было, что вот это все в нашу Да, жизнь вот так плотно. в одной, в этой Вот этот вот дружок, штучке да, вот помещается все, да? вся наша жизнь может там оказаться. Да, это фактически мини-компьютер, который очень прочно вошел в нашу повседневную жизнь. И, я думаю, никто уже без него не может, да? Ну, в принципе, да. Да, Поэтому можно проснуться сегодня, и в первую очередь вы все равно возьмете выключать будильник и делом. сказать: «С днем рождения, мой телефон». Да, и тем, кто вот сейчас прямо уходит, может быть, мы напомним, не забыть с собой, да, самую главную вещь. Бывает такое. Бывает такое. А какие еще события сегодняшний день могут ознаменовать, давайте узнаем. Сегодня Всемирный день вечеринки, день рождения кофемолки, день рождения мобильного телефона, день рождения штрих-кода и также отмечается День водяного. В этот день православный праздник отмечает День памяти епископа Кирилла Катанского. В простонародье его называли катаником, качальником. По традиции считалось, что в праздник можно в последний раз прокатиться на санях с горы. После 3 апреля сани приводили в порядок, убирали до наступления следующей зимы. Набранная сегодня колодезная вода считалась освященной Девой Марией. Она защищала от злых духов, порчи, сглаза и болезней. Святую воду считали равносильной набранной на крещение. Это день в истории. В
В 1502 году началась 4-я экспедиция Христофора Колумба. В 1829 году день рождения кофемолки. В этот день англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна. В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер получил патент на свой первый двигатель в половину лошадиной силы. В 1910 году впервые покорена высочайшая вершина Северной Америки МакКинли, ныне Деннели, высотой в 6193 метра на Аляске. 1922 год – год избрания Иосифа Сталина генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. 1933 год – советский хирург Юрий Юрьевич Вороной провел в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки. В 1966 году советская автоматическая станция «Луна-10» впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны. 1975 год – лишение Бобби Фишера звания чемпиона мира по шахматам в связи с его отказом отстоять это звание во встрече с претендентом Анатолием Карповым, провозглашение Карпова чемпионом мира. В 1987 году в здании штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения введен запрет на курение. В 1990 году принят закон СССР о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. 1995 Федеральная служба контрразведки Российской Федерации была переименована в Федеральную службу безопасности. В этот день родились. В 1776 году родился один из основателей русской клинической школы Матвей Мудров. В 1862 Леонид Пастернак, российский живописец и график. В 1873 Ян Янский, чешский врач, предложивший современную классификацию групп крови. В 1885 году родился Борис Вилькицкий, русский морской офицер, гидрограф и геодезист-исследователь Арктики. В 1905 году родился Игорь Гелейн, советский кинооператор, один из первопроходцев цветного кинематографа. В 1923 году родился Святозар Русаков, советский и российский художник-мультипликатор, художник почтовых открыток. В 1948 году родился Валентин Дикуль, советский и российский артист цирка, народный артист Российской Федерации, создатель методики реабилитации больных со спинномозговыми травмами. В 1971 году появилась на свет Анастасия Заворотнюк, российская актриса театра и кино, телеведущая. Именины сегодня у Владимира, Ирины, Марии, Кирилла и Серафима. Ну, вот это, как было сказано, да, сегодня помимо, мы про день рождения мобильного телефона уже сказали, а сегодня еще и день вечеринки, ну, странно, что... День водяного. День водяного, внезапно, вот. Но я думаю, что понедельник день вечеринки сильно не отметить, а вот день водяного можно отмечать, в принципе, каждый день, принимают какие-то водные процедуры и так далее, и, в принципе, если еще и холодной водой обливаться, это закаливает, мы знаем, почему нет. Вот. Да, ну а впереди нас ждет рабочая неделя, и вот как ее провести, на что ориентироваться, наверное, многие для этого слушают астрологические прогнозы. Да, кто-то планер составляет, кто-то слушает астрологические прогнозы, а кто-то делает все вместе. Да. Потому что разные методики, использованные в планировании своей рабочей недели, они могут принести наибольший эффект. Вот что звезды на этой неделе нам всем сулят, давайте сейчас послушаем. Овны. Овнам эта неделя может показаться достаточно странной. Все, что они до сих пор считали провальным, внезапно принесет ошеломительный результат. А дела, успех которых не вызвал сомнений, могут застопориться. Тельцы. Тельцам на этой неделе противопоказано оставаться в тени. Дерзость, предприимчивость и напор – вот слагаемые вашего успеха и в личных делах, и в карьере. Близнецы. Близнецам на предстоящей неделе нежелательно распространять какую бы то ни было информацию о служебных делах и особенно планах. Это может помешать вашей карьере, которая именно сейчас должна пойти в гору. Раки. Раки на этой неделе почувствуют интерес к какой-то новой области знаний или в сфере деятельности, что впоследствии может сильно изменить их жизнь. Львы. У львов на этой неделе ожидаются какие-то перипетии на работе, связанные с финансами. Свободные львы могут заметить особенную к себе симпатию человека, с которым знакомы уже довольно давно. Следует, однако, хорошенько подумать, прежде чем отвечать ему взаимностью.
Девы. Многих дев на этой неделе порадует новость, касающаяся кого-то из членов семьи. Правда, в связи с ней могут появиться расходы, но они не причинят большого урона вашему бюджету. И в целом в эти дни вам будет сопутствовать только удача. Весы. У весов на этой неделе существенно возрастает дар убеждения. Вы с удовольствием станете им пользоваться, что очень поможет вам и в деловых переговорах, и в личных отношениях, особенно с противоположным полом. Скорпионы. Многие скорпионы на этой неделе получат возможность еще больше гордиться собой. Кто-то крупной профессиональной победой, кто-то успехом в бизнесе, а кто-то началом романа, который станет всеобщей сенсацией. Единственное, что может омрачить вам настроение, это недовольство своим самочувствием. Стрельцы. Стрельцы на этой неделе не застрахованы от мелких неприятностей, связанных с бытом. Возможно, сломается какой-то прибор, заболеет домашний питомец или появится недовольство собственной внешностью. Козероги. Обостренная ситуация поможет на этой неделе козерогам решить многие проблемы, прежде всего связанные с финансами. Вы можете сейчас выгодно вложить деньги или, напротив, получить не слишком обременительный заем, успешно что-то купить или продать. Водолеи. Водолеям на этой неделе непозволительно работать спустя рукава. Это особенно актуально для тех, кто недавно поменял место работы или в чем-то проштрафился. В личных делах можно пустить ситуацию на самотек. Здесь ничего, что может доставить волнение, не предвидится. Рыбы. Рыбам на предстоящей неделе звезды рекомендуют внимательно прислушиваться к мнению окружающих, особенно близких людей, и непременно с ним считаться. В этот период вам нельзя хитрить и обманывать даже в мелочах. Якутия, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. Начали действовать субсидии на ЖД-перевозки топлива на Дальний Восток и Сибирь. При поставках топлива государство возмещает РЖД недополученные доходы, возникающие в результате установления льготных тарифов на перевозку моторного топлива. В свою очередь РЖД предоставляет соответствующую скидку грузоотправителю в размере до 4000 рублей на тонну топлива. В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы подчеркнули, что механизм субсидирования станет серьезным фактором для выравнивания условий топливообеспечения Дальнего Востока и других регионов. Развитие и поддержка традиционных отраслей сельского хозяйства должны обеспечивать рост доходов граждан. Об этом сказал Эсен Николаев, подводя итоги марта в эфире передачи «Якутия вперед» на нашем телеканале. Говоря о развитии животноводства, глава подчеркнул, что меры государственной поддержки позволяют сохранять традиционные его виды. Однако говорить о прибыльности пока рано. Так, увеличена финансовая поддержка отрасли. В бюджете республики на поддержку оленеводства предусматривается более 1 миллиарда рублей. С этого года субсидия на одну голову оленя увеличена до 5335 рублей. Работники агропромышленного комплекса с непрерывным трудовым стажем 5 лет имеют возможность отдохнуть в Алтайском крае. Заключен госконтракт между Минсельхозом региона и курортом Белокуриха об оказании услуг по санаторно-курортному лечению. Сейчас идет прием заявлений. Отмечу, что 80% стоимости путевки Минсельхоз оплачивает за счет бюджета. Остальную часть сам работник или его предприятие. Продолжительность лечения 2 недели. В стоимость путевки входят проживание, трехразовое питание, а также процедуры. Отметим, что работники АПК могут подать документы через единый портал государственных и муниципальных услуг, через почтовую связь, а также в МФЦ. Документы принимают и лично в здании Минсельхоза. Все желающие наши труженики села могут получить льготные путевки. При этом они должны выслать секретарю документы в количестве 4 единиц. Первое – это у нас заявление. А второй документ – это паспорт. Третий документ – трудовая книжка. И четвертый, самый важный документ – это справка соответствующей формы с медицинской организации района.
Порядка 44,5 тысяч школ в России подключены к интернету. При этом только 684 школы продолжают использовать спутниковый доступ. Это 1,5% от всего объема, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Wi-Fi доступ смогли сделать на 20% объектов. В 8 регионах закончили эту работу на 100%, добавил глава Минцифры. Однако на текущий момент средства на продолжение этой работы, по его словам, пока не выделены. Но, скорее всего, деньги мы найдем и будем аккуратно дальше эту работу продолжать, сообщил Шадаев. Врачи, приехавшие работать в Мирнинский район из других регионов, получат 1 000 000 рублей на покупку жилья. Специалисты смогут сделать это сразу после трудоустройства, без наработки стажа в районе. Депутаты райсовета считают, материальная помощь привлечет квалифицированный медперсонал в больнице Алмазной провинции. Поэтому изменения в местный закон внесли на очередной сессии, которую посвятили корректировке бюджета. На встрече обсуждали несколько пунктов. В бюджете предусмотрели также средства на бесплатное питание для учащихся начальных классов и на соцвыплаты молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Изменения коснулись доходной части. Мы предусмотрели средства на обеспечение противопожарной безопасности наших населенных пунктов, обустройство противопожарных разрывов, минерализованных полос. Выделили средства и на ликвидацию свалок, а также на уборку поселений, рассказал Георгий Башарин, заместитель главы Мирнинского района по экономике и финансам. Крупный алмаз назвали в честь юбилея якутского предприятия по торговле алмазами. Кристалл ювелирного качества массой почти 60 карат добыли на месторождении трубки юбилейной в феврале 2021 года. Желтый алмаз в форме октаэдра теперь зовут 30 лет ЕПТА «Алроса». Сотрудники этого предприятия сортируют, оценивают, реализуют природные необработанные алмазы. Созданное в апреле 1993 года подразделение «Алроса» использует передовые технологии и оборудование. По статистике, примерно каждый 3-й карат, добытый «Алроса», и почти каждый 10-й в мире прошел через руки сотрудников ЕПТА. Ну а в Якутске с 1 по 4 апреля проходят вторые открытые межрегиональные юношеские научные чтения имени Сергея Королева. И они направлены на выявление и поддержку, естественно, талантливой молодежи, призваны способствовать популяризации истории космонавтики. И много чего другого, конечно, полезного они несут. И сегодня у нас в гостях в студии Герой Российской Федерации, космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Германович Артемьев. Олег Германович, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, не каждый день в нашей студии, да и, в принципе, не каждый день люди могут встретить космонавта. Это, мне кажется, несмотря на то, что космонавтика уже достаточно долго, да, такая пласт науки, космонавтики, не только науки, профессии долго существует, все равно космонавты для нас остаются такими вот, как-то вот с восторгом смотришь Все на равно этих людей. неземными, да? Неземными, да. Неземной профессии. Вот. Биография у вас очень интересная, но в целом, насколько был труден и тернист, сложен путь именно до первого полета и отправки в командировку на МКС? Ну, такой средней сложности. То есть я поступил в отряд в 2003 году, а полетел только в 2014. То есть до первого полета шел 11 лет. Но это те товарищи, с которыми я летал, мои соэкипажники, они практически столько же ждали полета. Но сейчас это можно быстрее сделать. Вот у нас с 2012 года открытый набор в отряд космонавтов, и набор 2018 года, он уже в этом году летит. То есть уже 4-5 лет уже можно быстрее полететь. Ну вот, скажем, про ваш случай, да, то есть в 2003 поступили, в 2014 11 лет. Да. В чем заключается такая вот долгая подготовка, что в нее входит? Ну, на самом деле подготовка, она 2 года общекосмической подготовки и 3 подготовки по специализации, уже можно в экипаж попасть. Но из-за того, что очередь такая длинная была, ну, исторически так сложилось, мне пришлось ждать 11 лет. И подготовка у меня повторялась. То есть у нас экзамены действуют примерно 3 года, и вот каждые 3 года приходилось повторять экзамены. Практически 150 экзаменов, зачетов надо сдавать. То есть космонавты — вечные студенты. Ждут. Самое тяжелое — это дождаться первого полета. Ну вот вы дождались первого полета, Да. в 2014 году. Да. Расскажите про свои ощущения, впечатления. Ну, каково это? Ну, на самом деле, если бы я шел просто по улице, меня словили бы и отправили бы в космос, ощущений было бы много, я бы их запомнил на всю жизнь. А так как, когда ты долго готовишься, очень много времени в тренажерах проводишь,
И первый полет, он был как вот ты сел в тренажер и полетел. Только немножко потрясло. И единственное, что запомнилось, это, конечно, вид Земли со стороны. Это самое такое, вот ради чего можно полететь в космос. И если даже такое случится, что тебя обратно сразу отправят, то это стоило того. Ну, не сомневаюсь. Как вообще, как она выглядит нам с той Но, точки ну, зрения? шарообразная, как бы круглая, то есть не обманывает. Не обманывать, Да. все так и есть. Да. Ну, помимо того самого полета, вы и провели, по-моему, больше 20 часов, да, в открытом космосе, ну, выполняя какую-то работу, естественно, насколько вот знаем, им оборудование монтировали, собирали пробы с иллюминаторов, спутник запускали. Для кого-то это могут показаться, да, какими-то кадрами из фильма, естественно, там, боевика или космической, там, научной фантастики. Для вас же фактически работа. Но вот что самое сложное в моменте, вот, когда вы работаете в открытом космосе? Самое сложное — это терпение, потому что это очень, очень сильная такая физически, ну, такая работа тяжелая. И тут самое главное все предусмотреть. И это считается самой любимой и самой такой редкой работой космонавтов. Все космонавты мечтают не просто полететь в космос, а выйти в открытый космос. Потому что бывает так, что за всю карьеру в программе полета у космонавтов, к сожалению, не было выхода в открытый космос. Таких космонавтов сразу видно, они немножко грустноватые. Вот, поэтому, а так это интересная работа. У меня на самом деле больше 50 часов в открытом космосе. 8 раз выходил. Мне повезло. То есть у меня такая карьера космонавта такая, ну, А в хорошая. среднем сколько по времени длится один выход в открытый космос? Ну, это зависит от задач. Ну, всегда рассчитывают на 6,5-7,5 часов. А так бывает, возможно, пораньше сделать, если ты как бы подготовлен хорошо. А бывает так, что проверяется то оборудование, с которым ты работаешь на станции, и космонавт просто ждет, правильно ли он сделал, или, может быть, что-то переделать, и тогда выход может увеличиться. И у нас рекорд больше 8 часов. То есть полноценный рабочий день. Да, да. Да, можно так сказать, да. А находясь в космосе, скучаете ли по Земле и наоборот, находясь на Земле, скучаете ли по космосу? Ну, бывает, но на самом деле сейчас у нас такие технологии, что мы каждый день можем позвонить на Землю, пообщаться с женой, проверить уроки у сына, если есть время. Даже так. Да, и работы столько много, что скучать не приходится. То есть, наоборот, когда мы уже собираемся лететь обратно на Землю, иногда есть так, ну, грустновато, потому что Грусть, только прилетели, уже надо возвращаться. Хотя в среднем, насколько знаю, ну, одна миссия на МКС, она занимает несколько месяцев. То есть... Ну, полгода, от 170 суток до 200. За исключением вот у нас последние 2 года у нас были продления полета, но из-за того, что вот мы снимали фильм на орбите, который вот выйдет 12 апреля, вызов, полет космонавта у нас продлился на год. И была нештатная ситуация в конце прошлого года. У нас попал микрометеороид в корабль наш пилотируемый. То тоже вот те, кто сейчас летает, у них полет продлен больше года. 27 сентября они будут спускаться. А вот такие, кстати, вот нештатные ситуации, насколько частое явление на станции? Ну, бывает. То есть это вот те нештатные ситуации, про которые я сейчас говорил, эти, конечно, редкие ситуации. А так хватает, что-то ломается, что-то надо поменять. Ну, это как автомобиль дома, он тоже бывает. Не заводится, и надо что-то поменять, масло, фильтр, так и станция. Так. Я просто поражен с таким спокойствием об этом говорите. Вот я представил бы себя, сейчас я оказываюсь на МКС, что-то нештатное, что со мной будет, Со я не спокойствием знаю. космонавта, да? Олег Георгиевич, ну вы приглашенный гость на королевские чтения, да? Вот какова ваша миссия? Самая главная миссия, чтобы с якутской земли наконец-то полетел космонавт. Вот, поэтому мы сюда приезжаем, Вы уже не в первый раз, да? Да, ну, за этот месяц, ни разу не был в Якутии, но за этот месяц 2-й раз. То есть первый раз в начале месяца, ну, прошлого, прилетал, мы открывали детский садик в Вилюйском районе, ВНД, деревня такая есть. И затем еще больницу открывали, Вилюйские, потом, ну, это было одним днем. Ну, и потом вот повезло попасть на чтение, и позавчера провели очень плодотворно в школах, выступления, очень много вопросов. И чувствуется, что в Якутии дети очень так
хорошо Ага. воспринимать космонавтику. И я думаю, что в скором времени, вот сейчас у нас появится такая станция, которая будет летать именно как раз над Республикой Саха и будет снимать свои родные места. Потому что на той станции, которая сейчас летает, она немножко низковато летает и не залетает на территорию Якутии. И Якутия, она сбоку, плоховато видно. А вот наша новая российская орбитальная станция, она как раз будет несколько раз в сутки летать над Сахой, потому что она через полярную орбиту идет. Ух ты. Прям дополнительная мотивация для... А вообще дети, молодое поколение, какие чаще всего вопросы задают? Ой, много вопросов, вы не представляете. Вчера это десятки тысяч, поэтому вопросы разные. А почему? А что? Да, и Как? про устройство станции, как летать, есть ли инопланетяне, Земля ли круглая, там, вопросов очень много. Ну, зато интересуется, это самое главное, мне Да. кажется, и так далее. Олег Георгиевич, а вы сами в детстве мечтали стать В космонавтом? детстве я не мечтал, и Не немножко думали? даже жалею об этом, потому что, может быть, раньше пришел бы в эту профессию, и, может быть, побольше бы полетал, больше пользы бы принес. Поэтому вот и чтобы ошибки такие не совершать, я с детьми, мы сейчас работаем, чтобы они пораньше захотели полететь в космос. Такую профориентацию, можно Да, сказать. да, проводите. правильно. Да, Олег Германович, спасибо вам огромное за то, что посетили нашу студию, за эту замечательную беседу, за возможность прикоснуться к космосу, Да. к которому мы, наверное, с Катей уж точно никогда не прикоснемся. Вот. Да, Ну, Да нет, Удивительно. время есть еще. До 35 лет бесплатно, после 35 лет надо, конечно, платить Так, за это нет, дело. Паш, ты опоздал. Нет, у меня есть еще 4 года. Я еще успею. Спасибо большое, удивительная, интересная беседа этим утром. Вам удачи. Да. Ну и, конечно, желаем, чтобы королевские чтения действительно подарили, возможно, миру имена якутских космонавтов через Да. какие-то, наверное, если сейчас это дети, через лет 10, может быть, 15, а то и 20, но тем не менее, когда-нибудь, да, наши земляки тоже побывали бы там. Я думаю, быстрее будет. Спасибо большое, очень приятно было с вами Да. познакомиться. Ну а мы продолжаем. В этом году исполняется 90 лет Евдокии Боковой, заслуженному учителю республики, члену Союза писателей России, известному автору, мелодисту и народному мастеру ивенской культуры, также почетному гражданину Алаиховского и Момского улусов. Евдокия Николаевна, автор и исполнитель ивенских песен, носитель традиционной культуры, автор многочисленных сборников стихов, рассказов, сказок, преданий, песен. Стихи Евдокии Боковой напечатаны в Канаде на английском языке в поэтическом сборнике «Айо Флоу». Она первая из поэтесс ввела в ивенскую литературу женскую лирику. Каждое слово – история, каждая песня – архив. Жизнь Евдокии Николаевны как эвенские народные напевы. В них чувствуется уют суровой и бескрайней тундры, любование северными просторами и неутомимая тяга к жизни. Евдокия Слепцова-Бокова родилась в 1933 году в Наслеге-Селях Момского района в семье кочевых оленеводов. Род Слепцовых в этих краях сильный, как Момские горы. Ее дедушка Афанасий Слепцов, Энея Апаночи, в конце XIX века был удостоен титула князя самим русским царем Александром III и награжден серебряной медалью за благотворительность. Перед нами княжна. Они родители оленей пошли. Дедушка был сначала, он родом, они пришли где-то с берегов Охотского моря. Обосновался в Лохотистанских горах. И его оленей было много, несколько тысяч. У Евдокии Николаевны много наград. Каждая добыта упорным и кропотливым трудом. Всю свою жизнь она посвятила обучению и воспитанию детей. Поступила в Вилюйское педучилище. После его окончания в 1960 году была распределена в Среднеколымский район. Во время учебы познакомилась со своим будущим мужем. Две дороги сплелись в одну. Меня назначили туда, на Колыму. Эвен, где Эвен? Эвенский, где учить. Там были русские, были якуты парни были. Два русских. Они из Татарстана приехали.
два друга русских. Хорошие. И один начал мне помогать. Я заведующий школой-то. И он начал помогать. Дров нету, там то, воды нету, в интернате. Вот. И так познакомились. Родились дети. В 1964 году стала студенткой географического факультета Ленинградского госпединститута имени Герцена. И в это время начала писать стихи. В Чакурдахе работала учителем географии, учителем якутского языка. Но это помогало еще и творить. Писала стихи, песни и шила эвенскую одежду, чтобы сохранить. Как долго вы шили это пальто? О, долго. Надо, это камуш, оленей камуш надо мять. Этому костюму 20 лет, но он до сих пор верно служит. У одежды эвенов простой мотив, но из каждой детали слагается песня. Женская одежда всегда с украшениями, а праздничный костюм украшался богатым орнаментом. Бисерная вышивка – это сама природа. Земля, небо, солнце и снег. Мешочек. Мешочек. Классно. Ага. А вы думаете, что может быть? Камень. Камень? А что за камень? Железное такое. Ага, железное, ударять, А. и огонь появлялся. А огонь – это чум, это еда, это тепло. Да. Ага. Ну, это вообще самая важная вещь, да? Ага. Да. Дерево сильно корнями. Главное наследие, которое Евдокия Николаевна хочет оставить потомкам. Это уникальные кадры редакции «Геван» 2015 года. Всю жизнь Евдокия Николаевна пропагандировала родной эвенский язык. Ездила в экспедиции по арктическим улусам. Собирала по крупицам рассказы и сказки. Запоминала рассказы старейшин, их голоса и песни. Ею написано более 30 книг и учебников на русском и эвенском языках. А ее песня «Индигирка» стала гимном для всех эвенов. Песня, рожденная в сердце, поплыла по реке жизни. С тех пор и поют. Несколько лет назад к ней приезжали японцы изучать эвенский язык. Признается с болью в сердце. Теряем самое главное. Сейчас в Момском районе эвенов, говорящих на родном языке, совсем не осталось. Всего 150 человек. Мы обязательно должны сохранить наш язык. Без языка, если пропадет родной язык, мы все пропадем. Если не будет языка, не будет и нас. Спасти и сохранить – главная цель ее жизни. Отличника культуры республики, заслуженного учителя СССР Евдокии Николаевны. «Я в своих песнях живу», признается 90-летний старожил Момского района и продолжает петь. Пропаганду я веду, одежду показываю, говорю, пою. В Ленске открылось новое семейное кафе. Теперь жители города смогут вкусно перекусить в любой момент. Впервые в городе можно будет приобрести фастфуд. Хот-доги, гамбургеры в наличии всегда. Предприниматели местные планируют расширить уже в ближайшее время перечень выпускаемой продукции. И в кафе даже появится китайская кухня. Подробности далее. Новое заведение начало свою работу буквально на днях. Оно заняло место в пекарне Лапина. Располагается кофейня в самом центре города. Работает ежедневно с 8 утра до 10 часов вечера. Здесь можно позавтракать, пообедать и провести время с семьей. В новой кофейне впервые в Ленске будет реализовываться фастфуд. Все хорошо, что для молодежи, то, что здесь можно прийти и покушать, как молодежь любит фастфуд. Как бы это не очень, конечно, полезно, но тем не менее молодежь это любит. Да и взрослые тоже. Это вкусно. Поэтому хот-доги, готовые уже будут бургеры, мы их будем заранее делать, но подогревать. Хот-доги, картошка фри, наггетсы, коктейли, все, что любит молодежь.
Открытие заведения состоялось в торжественной обстановке. В этот день посетили кофейню воспитанники коррекционной школы с родителями. В честь значимого события предприниматель угостил посетителей горячей пиццей, картошкой фри и вкусным молочным коктейлем. И все это совершенно бесплатно. Мы приходим с детьми сюда. Меню очень вкусное. Рекомендую всем. Мы вот заказывали особенно пиццу, пепперони и картошку фри. Детям очень понравился вообще молочный коктейль. Очень вкусный. Девушкам, сидевшим напротив семьи Сурниных, тоже был представлен весь ассортимент бесплатно. Марина осталась довольна. Добавила, что теперь будет постоянным посетителем кофейни. Коктейли были очень вкусные, пицца прикольная, то, что типа тесто хорошее. И вообще, в целом, у них крутая. Мы вообще думали, что тут просто пойдем, посидим так, а тут вообще так прикольно, то, что нам дали много еды. И тут очень хорошее меню, и удобно то, что по пути в школу. Мы обычно брали там пирожки, типа в пекарне, а сейчас можно заходить еще и полностью кушать разные блюда. Меню заведения сравнительно небольшое, но в нем представлены блюда, уже полюбившиеся линчанам. Несколько разновидностей пиццы, салатов, всегда в наличии закуски и десерты, авторские чаи и коктейли. При кофейне работает и доставка. На доставку очень большой ассортимент блюд, начиная от пиццы, заканчивая лапша вок, там также и закуски можно, там пивные, всякие гренки, кольца кальмаров. Все это можно приготовить, и также мясные блюда есть. В общем, выбор разнообразный, каждый найдет для себя что-то вкусненькое. Меню постоянно пополняется. Сегодня Лапины готовы порадовать линчан блюдами китайской кухни. Летом появится в продаже и холодный лимонад собственного производства. Впрочем, как и вся представленная продукция, выпускается она в цехе неподалеку от кофейни. Завозится свежая, горячая. Стоимость основных блюд варьируется в пределах 500 до 1000 рублей. В дни рождения действует скидка 15% на все меню. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Ленск. Ну а с 1 апреля появились новые правила информирования клиентов-страховщиков. Как эти изменения будут защищать права застрахованных, разъяснит наш юрист Вероника Тамтосова. Доброе утро, дорогие телезрители! И у меня хорошие новости для тех, кто любит перестраховывать, а именно заключать договоры страхования на те или иные виды услуг, не знаю, недвижимости и так далее. Итак, с 1 апреля введут новые минимальные требования к некоторым видам добровольного страхования. Выпадает у нас, получается, жизнь с условием периодических выплат с участием клиента в инвестиционных страхованиях, имущественный бизнес-интерес и жизнь и здоровье заемщика по договору потребителя и займа. То есть, кредиты, видимо, тоже частично выпадают, а все остальное теперь будет следующим образом. Итак, вы пришли в страховую компанию, вам раньше давали либо огромную портянку, которую прочитать было мелким шрифтом невозможно, либо один листочек, на котором также мелким шрифтом было что-то написано, и опять было непонятно. А отказаться вроде как после заключения и не получалось. Теперь же вы должны получить следующее. Адрес компании для направления юридически значимых сообщений. Напоминаю, что юридически значимые сообщения – это сообщение о том, что наступил страховой случай. Да? QR-код со ссылкой на страницу сайта страховой компании, на которой она разместила правила страхования. Страховые риски. Если не проводить полный список, то вам должны дать ссылку, да, на которую открывается и будут видны все страховые риски. Территория страхования, если это не вся Российская Федерация. Случаи досрочного прекращения договора, когда компания полностью или частично возвращает страховую премию. По каждой ситуации нужно обозначить сумму возврата, то есть это все должно быть в договоре. Также следует разъяснить, что в других случаях премия остается у страховщиков. То есть все эти условия теперь обязательно должны быть в договоре, либо должны быть ссылки и иная информация, по которой вы сможете достоверно узнать о вашей страховой компании полностью все. Если вдруг вы обнаружили, что вам понадобилось это узнать, открыли свой договор, после 1 апреля 2023 года вы его заключали, да, а в договоре этого нет, то есть нет QR-кода, нет ссылки, нет никакого описания, вы имеете право расторгнуть договор. То есть, соответственно, страховая премия, которая должна была быть выплачена или выплачена вами за период после обращения, она будет полностью возвращена. То есть вот так вот нас теперь с 1 апреля защищают. Внимательно читаем договор, проверяем, все ли есть, если нет, требуем, если отказываются, меняем страховую компанию. И надеюсь, что все-таки полис вам не пригодится. Пусть будет под подушкой, так, для страховки.
А дети с расстройством аутистического спектра особенные и требуют своеобразного подхода. Все детки, независимо от своих предпочтений и особенностей, любят играть. Нужно учесть, что игрушки для ребенка с аутизмом должны быть немного другими. Современные производители разработали тематическую серию из развивающих материалов, которые помогают детям с особенностями познавать окружающий мир. Ольга и Павел полюбили друг друга и поженились, будучи студентами. На последних курсах института на свет появился первенец, сыночек Алёша. Малыш прекрасно развивался, вовремя пополз, сделал свои первые шаги. Где-то к 1,5-2 годам я начала замечать, что он не такой, как все на детских площадках. Если малыши вот за ручку с мамочкой ходят, да, возле ножки стоят, то мой бегал как юла, мог 150 раз катиться с горки, потом пойти на карусель, выбежать на проезжую часть, да, где машина проезжает. До 3 лет у него речи не было, он не мог строить предложения, были какие-то лепеты: мама, папа, дай, пойдем, типа так, да. В замешательстве наши герои обратились к неврологу и логопеду, где им поставили диагноз «задержка психоречевого и сенсомоторного развития». Когда мы пошли уже в детский сад, там уже появились вторые звоночки, когда появились жалобы от родителей, от воспитателей, что Алёша агрессивен по отношению к деткам. Я начала просто гуглить, читать в разных формах, набирать вот эти вот симптомы, да, и вышла, я помню, прям большими буквами аутизм. Конечно, мы хотели максимально убрать это слово, мы не хотели принимать это, как это мой ребенок аутист. Когда Алёше исполнилось 6 лет, родители узнали о Московском научном центре психического здоровья и отправились туда в поисках ответов на свои многочисленные вопросы. Встреча с профессором подтвердила диагноз. Мы были молоды, у нас был первенец, и мы пытались, очень долго мы находились в чувстве вины. Мы искали виноватых, почему так произошло, может, из-за прививки, да, детской, или там неправильное принятие родов. То есть мы долго были в этом чувстве. Это самое наихудшее состояние человека на самом деле. Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, Ольга уверена, самое главное — сохранять спокойствие и внутреннее самообладание, не искать причины, виновных и во всем начинать прежде всего с себя. Нужно переключиться сперва на себя, уделить время самой себе, понять, что есть и другое, иное. Заниматься своим каким-то творчеством, работой, именно своим ростом. И когда родители переключили фокус внимания, перестали искать причины и способы их решения, дали своему ребенку свободу, то результаты не заставили себя ждать. Алёша очень добр, оказывается, к детям другим, да. Он очень домашний, хозяйственный, он очень любит готовить, он знает точно в пропорциях, сколько чего нужно добавить ингредиентов, чтобы получилось очень вкусное там рагу, допустим, да, суп. Он знает, сколько у нас осталось муки, сахара, яиц, молока дома. Он нам сам говорит: мама, сегодня купи яйцо, там рис закончился. То есть он очень хороший хозяйственник. Как свойственно людям науки, Ольга и Павел большое внимание уделили изучению способов реабилитации и различных методик обучения особенных детей, одним из важнейших компонентов которых являются, конечно же, игрушки. Когда он был маленький, мы покупали очень много разных игрушек, но он играл их там полчаса и выкидывал, вот эти обычные пластиковые игрушки. И мы ему создали среду именно деревянных правильных игрушек, где он начал показывать свои первые результаты. Поиски игрушек в интернете, оформление заказов, интерес других мамочек – все это со временем переросло в одно большое дело – магазин развивающих игрушек для детей любого возраста. Сам того не зная, Алёша помог своим родителям обрести любимое дело. Он ученик 3 класса, он учится в 28-й школе. Я очень довольна этой школой, потрясающий педсостав. Я уверена, что мы вместе с этой школой, вместе с педсоставом вырастим достойного человека с хорошим будущим. Безусловно, впереди у наших героев долгая дорога, много труда и усилий. Но глядя на горящие глаза Ольги и ощущая ее уверенность, осознаешь, методом проб и ошибок, набивая шишки и анализируя свой опыт, человек нащупал свой верный путь и готов вести этим путем других. В Якутии тем временем началась практическая реализация программы сопровождения проживания людей с инвалидностью. Первые социальные бенефициары, участники программы, заселились в специально оборудованные квартиры в рамках проекта, который запущен в Якутии в пилотном режиме.
Проект инициирован властями Якутии и рассчитан на внедрение в регионе новых форм социального обслуживания. И более подробно об этом мы поговорим с нашей гостьей. Это Лена Денисова, директора автономной некоммерческой организации «Сети Единство». Доброе утро. Доброе утро. Проект стартовал в 2021 году, и вот благодаря руководству Республики Саха-Якутия подписано соглашение с корпорацией ВПРФ и Ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов Гаорди из Санкт-Петербурга о внедрении новых технологий в социальной сфере, о внедрении стационарозамещающих, сопровождения инвалидов в нашей республике. В проекте участвует 37 ребят, 12 из которых из психоневрологических интернатов. И для них, вот, как сказали, оборудован отдельные комнаты, и максимально приближенный к домашним условиям. Вот мы как раз видим, да, на кадрах? Ага. И вот и остальные 25 ребят, это ребята, живущие в семьях, они посещают наше отделение дневным и с ночным пребыванием. То есть для родителей это, когда ребята у нас в отделении, появляются передышки для родителей. А вот как вообще пришла идея вот этой темой заняться, то есть что сподвигло? Да, что... почему вы взялись за это? Ну, мои родители педагоги, и я сама училась в педагогическом университете Герцена, закончила социальную педагогику и работала в социальной сфере. И мой отец всю жизнь работал в детском доме, и когда мне предложили работать в проекте, я согласилась, потому что эта тема мне очень близка. Ну, сегодня мы знаем, да, пройдет семинар в смарт-библиотеке, если не ошибаюсь, где соберутся психологи, нутрициологи, да, педиатры. Вот какие темы будут обсуждаться на этой встрече? Сегодня мамы, родители особенных детей будут рассказывать об опыте воспитания своих детей. Специалисты будут рассказывать о психологических проблемах таких детей, о воспитании, о питании, о здоровье. И я буду делиться своим опытом о реабилитации. Нет, не реабилитации, а сопровождении таких ребят плюс 18. Мамы, ну и образование будут говорить до 18 лет, и у нас мы будем делиться сопровождением после 18 лет. А вот как раз вот перед нашей беседой мы смотрели очень замечательный сюжет про игрушки для детей с расстройством аутистического спектра. Вот все мы понимаем, что, по сути, аутизм — болезнь, которую предотвратить как-то невозможно. Особые дети, нужен особый подход. Как программа таким детям поможет? Вот сопровождение, сопровождаемое проживание, это основная цель заключается в том, чтобы ребята жили самостоятельной жизнью, независимой от родителей, от независимой жизнью. И поэтому вот мы обучаем с помощью психологов, специалистов, социальных работников жить, приобрести навыки самостоятельной жизни. И ребята, когда приходят к нам, им тоже предоставлены тренировочные комнаты, где они живут и учатся, обучаются навыкам самостоятельной жизни. То есть они ходят в магазин, планируют следующий день, обучаются бытовым навыкам, готовить и всем необходимым навыкам для вот самостоятельной жизни. Кстати, к слову, это, возможно, в принципе, наверное, самое вот, наверное, важное в плане помощи адаптироваться в социальном обществе нашем, что вот именно вот это бытовые моменты обучить. Но вот другой вопрос, наверное, про родителей, да, потому что родители детей с расстройством, они все-таки испытывают тоже какой-то огромный стресс, для кого-то там такое мощное испытание. С родителями какая-то работа проводится? Для родителей мы проводим семинары,
с экспертами Гаорди из Санкт-Петербурга приезжают и проводят круглые столы, встречи с специалистами и индивидуальные консультации по запросу родителей. Лен, спасибо вам большое. Спасибо за участие в нашем эфире. Отличной реализации, да, проекта. Важного такого для многих, я думаю, для людей. общества. Вот. Спасибо большое. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Якутия, доброе утро. Далее смотрите блок новостей. Товарооборот между Россией и Китаем превысит 200 миллиардов долларов в этом году. Глава республики Айсан Николаев в ходе программы «Якутия вперед» прокомментировал встречу с послом КНР. Глава региона сообщил, что с китайской стороной республика сейчас прорабатывает реализацию возможностей по новым транспортным коридорам. Это проект строительства железной дороги и переход через Амур в районе Джалинда. Проект, который еще обсуждался с советских времен, и сейчас, благодаря усилиям Амурской области и республики, при поддержке полпреда президента страны на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и Китая, проект будет реализован в ближайшие годы, резюмировал глава. В центральных и заречных районах Якутии из-за большого объема снега ожидается непростая паводковая ситуация на малых реках. При любом сценарии республика должна быть готова к предстоящему сезону. Об этом также сообщил глава региона. В этом году порядка 200 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов выделено на подготовку к безопасному пропуску паводка. Все работы сейчас в установленном порядке проводятся, подготовка идет. В этом году снегозапас в значительной части республики превышает нормативы. В Нерюнгринском и Алданском районах они экстремально высокие. Выпало 2 годовые нормы снега. В центральной и заречной группах улусов тоже есть превышение, сказал глава Якутии. Прием заявок на региональные гранты главы республики на развитие гражданского общества продолжается. Приемная кампания продлится до 18 апреля текущего года. В конкурсе принимают участие некоммерческие организации региона. С учетом софинансирования фонда президентских грантов общая сумма грантовой поддержки составляет более 117 миллионов рублей. Большой вклад общественники вносят в общее дело поддержки участников специальной военной операции и их семей, объединяя тысячи жителей республики. В столичном IT-кубе открыли секции «Дистанционное зондирование Земли» и «IT-вселенная». В Якутске завершились вторые открытые международные юношеские научные чтения имени Сергея Королева. В мероприятии приняли участие более 250 человек. В этом году чтения организовали во второй раз, и посвящены они знаменательным датам: 60-летию полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой и столетию со дня рождения Валерия Кузьмина, первого летчика из народа Саха. Основная цель чтений – повышение мотивации детей и молодежи к участию в научно-исследовательской и проектной деятельности, связанной с исследованиями космического пространства. Я считаю, что даже вот по сравнению с прошлым годом, вот все, что сделано в области аэрокосмического образования в Якутии, это семимильные шаги. Это просто настолько положительный градиент. И на самом деле мне очень приятно, как руководителю одного из крупнейших институтов в области аэрокосмического образования. Поэтому я смотрю, что... Я с удовольствием отмечаю, что Якутия смотрит в будущее, Якутия смотрит в космос, а это значит большие перспективы и большое будущее. Теперь о спорте. В Якутске провели масштабные соревнования по игре в шашки. В центре спортподготовки «Триумф» состоялся альтернативный сеанс одновременной игры на 500 досках. Против любителей вышли 8 гроссмейстеров, среди которых первый гроссмейстер из якутян, бронзовый призер чемпионата мира по русским шашкам Александр Азаров, международный гроссмейстер, 7-кратный чемпион мира по шашкам, 5-кратный чемпион мира по программам «Блиц» и «Рапид» Гаврил Колесов, международный гроссмейстер, чемпион Европы по шашкам, чемпион мира по программе «Блиц» Иван Такусаров и другие гроссмейстеры, действующие чемпионы. Шашка – один из популярных видов спорта в нашей республике. И тому подтверждением является наличие у нас в республике 14 международных гроссмейстеров, которые сегодня работают во благо развития этого вида спорта. Мы и впредь будем поддерживать такие проекты. Такой проект направлен на популяризацию этого интеллектуального вида спорта, призывает привлекать молодежь, детей к шашкам. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня.
Спасибо коллегам. Да, конечно, много нового узнали, что в жизни происходит. Ну и, конечно же, от себя тоже хотим что-то добавить. И напоследок, скажем так, такое что-то милое, приятное, Да, доброе. очень хорошей новостью хотим с вами поделиться. В зоопарке Сан-Диего в штате Калифорния празднуют день рождения детенышей амурского леопарда, самого редкого вида больших кошек в мире. На кадрах, снятых в среду, детеныши осматривают окружающий мир и проводят время со своей мамой, леопардом Садкой. Котята еще не прошли ветеринарное обследование, поэтому их пол пока неизвестен, из-за чего работники зоопарка пока не спешат подбирать им имена. Зоопарк Сан-Диего сообщил, что Садка хорошо справляется с материнскими обязанностями, внимательно следит за детенышами, регулярно кормит их. Ну и так, к слову, амурские леопарды обитают в основном на юго-востоке России и в северной части Китая. На данный момент их вид насчитывает всего 300 особей. Да, всего, да? Ну, очень милые, да, посмотри. Котятки прям, котятки. Такие забавные. Да, хочется прям их на руки взять. Да. Мало не покажется, наверное. А когда леопард вырастает, он тоже хочет тебя на руки взять. Он меня хочет уже и не только на руки взять. И не только, да. Возможно, мы для него не просто друг, но и вкусный обед. Но об этом, конечно, это все законы природы, мы против них бороться не можем. Тем не менее, мы можем бороться с какими-то событиями, препятствиями на пути у нас в жизни появляющимися. И если на этой неделе, если сегодня такие у вас будут, то, конечно, желаем вам все преодолеть. Да, начинаем рабочую неделю вместе с «Утро Якутии». Увидимся завтра в 7 часов утра. Отличного вам дня.